К моменту нашего приезда на территории Центральной городской больницы на снегу действительно лежала женщина. На вопросы, кто она и как оказалась в этой ситуации, отвечала коротко – не знаю. Попытка разузнать, нужна ли ей помощь, если родные Евсебая, не увенчалась успехом. Да оставь меня в покое. В этот день на улице мело, слегка подморозило. Было видно, что женщина начала замерзать. Подъехавшая чуть позже машина скорой помощи увезла ее в юго-восточный межрайонный центр оказания социальной помощи семье и детям. Как оказалось, женщину знают уже давно как медики, так и специалисты центра. Она путешествует между Зилаирским районом и Кизилским районом Челябинской области, так как у нее дом имеется в Каненикольске, в Зилаирском районе, и она зарегистрирована и имеется тоже жилое помещение в село Обручевка Кизилского района. Она там получает пенсию. Сейчас вот где-то числа 10-11 у нее день получения пенсии, и как раз она вот едет за получением этой пенсии. То, что это ее принятый самой же образ жизни, так как мы неоднократно ей предлагали и даже собрали документы для помещения дом-интернат для престарелых граждан, но она отказалась, потому что это имеет заявительный характер. Случаев, когда замерзших людей без определенного места жительства привозят в больницу, предостаточно. Если требуется лечение после обморожения, то они получают его в стационаре. Кто-то, отогревшись и поев горячей еды, на утро покидает стены лечебного учреждения. Но не в этом случае. Женщина буквально атаковала приемный покой. Ее поведение оставляет желать лучшего. Она пролечилась в психиатрическом отделении 6 октября по 24 ноября, где ее привели в надлежащий вид, лечили ее, обследовали. Потом, после выписки, она также продолжала бродяжничать по городу. И вот с сентября месяца периодически она поступает, со скорой ее сюда привозят. Потом вот она также буянит здесь. Клизменная комната приемного покоя стала для нее местом ночлега. Уходить куда-либо она не собирается. А для медиков это стало настоящей болью. Да и пациенты, пришедшие в приемный покой за первой помощью и, как правило, в нелегком состоянии, не рады резкому неприятному запаху и неопрятному виду бомжа. Проблема остается открытой, и одним медиком или соцспециалистом ее не решить. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.